Коммунисты продолжают ссылать молодежь Восточного Туркестана во внутренний Китай. Руководитель строительной компании при коммунистической партии Янг Шулиан заявил, что 433 уйгура из Кульджинского района Чапчал были отправлены в провинцию Суньнинь для эксплуатации на пассивных полях как дешевая рабочая сила. Глава Народного собрания Восточного Туркестана Сеид Тумтюрк выступил с докладом о нарушении прав человека китайскими властями на заседании ООН по защите прав человека, прошедшем в Женеве. Ушел из жизни активист, бежавший из Восточного Туркестана и продолжавший свою деятельность на территории Республики Казахстан Нагашибай Эсмирза. По сообщениям информационного агентства Казхабар, Эсмирза скончался от сердечного приступа в здании Алматинского суда, где проходило слушание по делу руководителя общественной организации Азаттык Серикжана Беляшулы. Напомним, что иск в суд подали сотрудники китайского консульства в Алма-Аты, которые потребовали закрыть организацию, а Серикжана посадить в тюрьму. По сообщениям правительственной газеты «Слово народа», президент Узбекистана Шавкет Мирзияев подписал соглашение о совместном использовании воздушного пространства России и Узбекистана военными самолетами обоих государств. Группа еврейских переселенцев под защитой израильской полиции захватила дом палестинской семьи, проживавшей в старом городе в восточной части Иерусалима. Полиция задержала палестинцев, пытавшихся защитить семью Халиби. В преддверии президентских выборов, которые состоятся 31 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские хакеры атакуют сайты правительства и Центра избиркома каждые 40 секунд. Подобные обвинения звучали в адрес России и в 2016 году во время выборов в США.